Экологической акции «Марафон зеленых дел». Сыктывкарские дачники устроили массовые субботники. Любители речного отдыха привели в порядок прибрежные зоны, а в столичном Мичуринском парке отметили День эколога. Фотовыставка, эколекторий и викторины, интерактивный музей и мастер-классы сделали ставку именно на экопросвещение. В этих вопросах должен помочь и партийный проект единороссов «Чистая страна». Так партийцы в регионе поддержат тех, кто готов заниматься переработкой мусора. Уровень экоосознанности жителей республики оценила Виктория Палкина. Дождь фотосессии не помеха. Так решили участники марафона «Зеленых дел» и сделали сотни снимков с Кайгородским Степаном. Он оказался самым позитивным и экопросвещенным участником акции. Точно знает, что в Коми 234 особо охраняемых территорий, 99 видов краснокнижных животных, а лес занимает больше 70% всей территории нашей республики. Как житель национального парка Кайгородский, я хочу сказать то, что погода никогда не должна быть помехой хорошему настроению. Берите пример с меня, я всегда улыбаюсь и всегда рад жизни. А это уже ликбез от Коми лесопожарного центра. Возгорание в лесу мало найти и потушить. Окончательный процесс еще и контролировать нужно, чтобы огонь вновь не вспыхнул. О сложных буднях сыктывкарцам рассказали спасатели нашей Пармы. Уже на этой площадке участники марафона «Зеленых дел» узнали, что в Вычегде и Сысоле нет микропластика. Исследования проводили школьники. Молодежный проект «Речной дозор» сегодня контролирует состояние на 7 крупных водных объектах. За экологической ситуацией в регионе следят и общественники. Кто, как не общественники, знают, что происходит в далеких районах. Это наши глаза и уши. И мы призываем вступать в ряды наших общественных инспекторов. В настоящее время у нас их 14, но мы планируем, что это количество будет увеличиваться. Мы готовы обучать и выдавать соответствующие удостоверения. И все же экологическая безопасность региона зависит не только от уровня ответственности крупных промышленников, но и от обычных жителей республики. А появление новых стихийных свалок говорит о том, что пока далеко не все осознают риски такого поведения. Те страны, которые сейчас могут похвастаться действительно экоосознанностью населения, они шли к этому определенный период времени. И вот те процессы, которые у нас идут в Российской Федерации, связаны прежде всего с бережным отношением к материальным ресурсам, с осознанным поведением, да, о том, что все, что можно будет переработать, должно быть собрано и пущено в переработку. Я думаю, мы к этому обязательно придем. Большой экологический праздник закончился эко-викториной от партии «Единая Россия». За правильные эко-ответы давали эко-призы. Все они сделаны из переработанных материалов. Виктория Палкина, Олег Юшков, телеканал Юрган.